Қайырлы кеш, құрметті достар. Сіздермен бірге көптен күткен Nomad Fighting Championship. Бүгін біз намысты қолдан бермейтін батырлар додасын тамашалаймыз. Добрый вечер, уважаемые гости и зрители YouTube-канала Nomad Fighting Championship. С вами первая организация кулачных боев в Казахстане, кузница новых звезд и молодых талантов. Это та самая организация, где бойцы своим упорным трудом открывают любые двери. С вами Nomad Fighting Championship. Главным событием сегодняшнего вечера будет встреча двух легенд по смешанным единоборствам, но по правилам Nomad. Главный бой вечера пройдет между Арманом Мустафа Öztürk Ашимовым и Азимом, гладиатором Османкуловым. Генеральный партнер турнира Nomad Fighting является компания Олимбет. Олимбет – лучший букмекер в Казахстане по итогам премии РБ 2022. Себебі біздің бонустарымыз өте жағымды. Олардың дәмін татып көруге болады. Олимбеттің бонус клубына қосылып, ақшалай 20%-ға дейін кэшбэкке қол жеткізіңіз. Олимбет. А теперь вашему вниманию хочу представить наших судей. Главный судья Телек Манап, судьи Ербол Нурышев, Бекнур Акимхожа, Тузен Деполь, рефери Дауренбек Джакаев, Саламат Джумабаев. Бұл Nomad Fighting Championship. Шайқасты бастайтын уақыт келді. Да будет шоу. Первый поединок турнира пройдет в легкой весовой категории до 70 килограмм. Ассаламу алейкум, меня зовут Касымхан Бахтияр. Мой соперник в 2 раза больше меня и физически силен, но его подведет его скорость и кардио. Я намного быстрее него, и бой пройдет на дистанции, и я вам покажу настоящее шоу. Ассаламу алейкум, менің аты-жөнім Айдар Филдар Айдарұлы болады. Мен экраннан көріп жатқандарыңыз бірінші емес деп ойлаймын. Мен бойда болсын, экранда болсын, өзімнің мықты жағымды ғана көрсетемін. Қандай қарсылас берсе де маған маңызды емес, өйткені менің мақсатым қазір ол Васифпен реванш. Сол реваншты күтуден десем болады. Қапы қалмаңыздар, керемет кеш болады, керемет бой жасауға мен уәде беремін. Встречайте бойца с синего угла Бахтияр Қыпшақ Қасымхан. Ну что ж, давно не виделись, друзья. Nomad FC снова на ваших экранах, так же, как и на ваших экранах Бахтияр Касымхан по прозвищу Кыпшак. Ну а сегодня, ребята, уровень экспертности на комментаторской позиции будет зашкаливать. Нет, не потому что с вами Абухаир Бофт, а потому что с вами настоящий практик, не диванный эксперт, а настоящий боец Артем Резников. Артем, приветствую тебя. Приветствую, всех приветствую. Мы с тобой уже комментировали, это было классно, я думаю, что зрителям понравилось то, как ты это делал. Сегодня давай возродим нашу традицию и посмотрим, что нам покажет этот карт. I'm not sure, do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie, take 6 and take this, haters. Его отец был главной причиной, по которой он пришел в спорт. Он нацелен на победу в своем дебютном состязании. Представитель команды «Гепард», кандидат в мастера спорта по смешанным единоборствам, более 100 любительских боев и 80 побед. Боец синего угла Бахтияр Қыпшақ Қасымхан. Его соперник, боец из красного угла Эльдар Тайсон Айдаров. Ну, а этого бойца мы все с вами знаем по его боям в Nomad FC. Рекорд, кстати, у него 1-1. Первый бой он выиграл единогласным решением. Соперником его был Петров Сергей. Ну, а второй бой наделал много шуму. Он был противником Васифа Абасова. И Эльдар Айдаров по прозвищу Тайсон заходит на арену.
кеудеңді керіп жүр ескі жау ел болмас қазақ боп туғансың қазақ бол өлерде жат тілде сөйлейді жарым жан арсыздар жат дінде мүлгиді жамау бет жансыздар құлдығын еске алып қамшыдан қорқады тек сізден параға пара бетей қансыздар У него уже есть победа в Номад, и это его замотивировало продолжать бойцовскую карьеру. Трудолюбие – главное качество, которое помогает ему совмещать свою актерскую карьеру с боями. Боец в красном углу – Эльдар Тайсон Айдаров. Рефери в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы правила знаем, не нарушаем. После команды стоп все действия прекращаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Пожали руки бойцы. Дар Айдаров немного скромнее, чем в свои прошлые поединки выглядит. Мне интересно посмотреть парня, у которого прозвище Тайсон. Боковой судья. Боковой судья. Он говорит, что Тайсон, именно прозвище он это выбрал из-за каких-то схожеств внешних. Да? О, поджимает, бьет. Но если учитывать челнок, то это похоже на раннего Тайсона в его любительской карьере. Попытка словить апперкотом его. Да, разменные пошли. Ребята молодцы. Вот, ну, парень в красных шортах, он прям такой, агрессивная манера ведения боя. Ну, с его ростом, в принципе, только так и надо делать. Я полностью согласен. Попытка удара по корпусу. А вот парню в синих шортах можно дать, не знаю, прозвище там Мухаммед Али, потому что он постоянно ручкой опускает, как-то так это может заиграться, опасно. О, обоюдные попадания были только что. Ну, первый бой карда такой сразу интересный. Да, посмотрим, что будет дальше. Даже боюсь представить. Вот хорошо, что бэкфисты, там супермен панчи добавили, это, мне кажется, придает зрелищности. Согласен. Зрелищности боям придается. Главное, чтобы это делали вовремя, по таймингу, технично. Оп. О, вот это размен. Мне нравится, что бойцы не боятся друг друга. Работают уже в первом раунде вовсю. Вот, собственно, супермен панчи добавил только мы левый поговорили хук. про эти удары и сразу прошел. 4, 5, 6, 7. Прям как GSP добавляет лоу-кик после супермен панча. Стоп. Также Бахтияр Хороший добавляет раунд, хороший. левый хук, и заканчивается первый раунд этим нокдауном. Вот как раз мы поговорили про тайминг. Вот сейчас был тайминг очень хороший после супермен панча. Удар с левой прям Да. был вовремя. Я думаю, что это отличная домашняя заготовка была у Бойцы Бахтияра. готовы? Второй раунд. Файт! По сути, Эльдар Айдаров поверил в то, что он избежал супермен панча, немножечко расслабился и тут же словил левый хук. А так часто бывает, когда первый удар промазывает, человек расслабляется, и тут надо добавлять всегда второй. Что он, в принципе, и сделал. Как ты думаешь, сработает ли это еще раз в этом поединке? Может сработать, хорошо работает по корпусу, очень правильно пробивает корпус. Когда много пропускаешь, там Сконцентрироваться тяжело. не то, что да? сконцентрироваться, дыхалка устает, проседает. Потому что корпус это вроде кажется, что не так важно, но на самом деле
работа по корпусу, она очень важна. Да, она очень недооценена, я так считаю. Ну, сейчас Фейкует Тайсону тогда. надо, мне кажется, немножко включаться. Все же первый раунд проигран из-за нокдауна. И нужно выиграть остальные. Здесь 3 раунда, да? Да, здесь 3 раунда. Надо хотя бы Ой, попадать. как хорошо, ой, как. 2 раза с правой и оба раза попал. И вовремя защитился от его ударов. Очень грамотный ход был. Да, отлично работает Да. Бахтияр. Ой. Вот Ой, это молодец, размен! молодец. Они по Немножко начал очереди, забирать, да. по инициативу. очереди поджимают друг друга. То один спиной канатов, то другой. Тем интереснее смотреть за боем, что нету там определенного победителя. Бывает же, один выходит и намного сильнее другого. Да, И смотреть согласен. уже не так интересно. А тут мы даже не знаем, кто из них может выиграть. Потому что бой очень интересный и очень равный бой. Последние 10 секунд. Ой, Еще раз попытка под конец раунда с этим супермен панчем Ой, и левым хорош. хуком. Хорошо стал работать. Видимо, Стоп. мое мнение, второй раунд за красным. За Тайсоном. Скорее всего, да. Ну, Хорошо. он был более результативным в этом Я раунде. как раз хотел тебе задать вопрос. Ну, будем считать, что у нас 1-1 по раундам, Да. и тогда третий у Решающий нас раунд, будет да. решающий. Ну, конечно, виднее судьям, но мы так предполагаем. Настало время для третьей двухминутки. Решающий, так сказать. Да, скорее всего, она будет решающая. Так, не вижу, что кто-то из них прямо стал. В целом, да, но был один пропущенный нокдаун, Ну да. поэтому все-таки каждая секунда, возможно, играет. Ну, это был в первом раунде. Я думаю, он за второй раунд хорошо восстановился. Ой. Достает. Скользно достает Тайсон. Раздергивает потихоньку, прижимает спиной к канатам. Удар по корпусу от Бахтияра. Вот не надо так отворачиваться, это может быть опасно. Как говорят, защищай себя все время, и только рефери может остановить бой. Поэтому надо быть всегда бдительным. У нас в Казахстане немножко полегче с этим. У нас ребята уважительные и очень часто я видел... Ой-ой-ой, как хорошо. Был пропущенный. Как хорошо пошло. О, попытка тейкдауна была только что. 3, 4. Так, нокдаун от Тайсона. Забирает. Он реваншировался определенно. Не встанет. Не встанет. Вау! Это конец было боя. сильно, это Ильдар было сильно. Айдаров. После нокдауна нокаутировать, это нужен характер. Но это заявка на камбэк сегодняшнего турнира. Нокаут в третьем раунде. Это И- сильно. И первый бой. Очень интересно, что будет дальше. Да. В третьем раунде на первой минуте, 12 секунде, техническим нокаутом победу одерживает Эльдар Тайсон Айдаров. Эльдар, жарқын жеңісімен құттықтаймын. Бірінші раундта саған нокдаун санады. Жақсы соққы өткізіп алдың. Өзіңді жақсы
жиналып жақсылап қарсыласына қарсы екінші раундта кілт таба бастаған сияқты болдың. Және де үшінші раундта жарқын жеңіске жеткеніне құттықтаймын. Және жекпе-жек жайлы қарсыласын өте мықты, техникалық тұрғыда мықты қарсылас. И айта кетер сөзім болса қарсыласын жайлы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Аллаға шүкір, бүгін жеңіске жеттім. Осы айтайын ба? Біріншіден Алла, екіншіден осы бойға көмектескен Сақ Про Тим командасы, Дәулет ағай бапкерім, Асқат, үлкен алғыс. Сопернигім жаста болса бірінші раундта кішкене өзімнің немді чувствовать етаман. Одан кейін бапкерлерім ұтылып жатсын дегеннен кейін уже жеңісті тіспен жұлып алу керек болды. Өзімнің немді жоспарымды орындап шықтым десем болады бапкерлердің айтқан. Және алғыс айтқым келіп тұр Ұлы Дала ұжымына, Жанайдар ағамызға және Сақ Про Тим командасының жетекшісі Дидар ағамызға және өзімнің туған ағам Марленге үлкен алғыс білдірем. Осы қанша қиындық күндерінде қасымнан бірге табылды. Ағаларымыз аман болсын. Ассалаумағалейкум. Эльдар Айдаров, қошемет етіңіздер. В следующем бою мы увидим возвращение бесстрашного бойца и дебют сотрудника безопасности в легкой весовой категории до 70 килограмм. Ассаламу алейкум. Я Кульмагамбетов Ханат, тот самый Кана-фестиваль из города Актау. Хочу сопернику пожелать, чтобы достойно он вышел, шел вперед и до конца бились. Про него ничего не знаю, честно. Но каждый человек, кто вышел в октагон, он переборол себя, я думаю, переборол. Он и не боится, он осознает, куда он вышел. Так что я уважаю его. Так что давай покажем достойные бои. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен Сауытбек Мақсат, Қызылорда облысы Байқор қаласынан болам. Қарсыласым жайлы айтатын болсам, Канский фестиваль. Бір сөзбен айтқанда тілі ұзын жігіт. Рингте тіл емес, жұдырық шешеді. Встречайте бойца с синего угла Мақсат Табын Сауытбеков. Ну а второй поединок состоится между Максатом Саутбековым по прозвищу Табын и Канатом Кульмагамбетовым, который известен вам как Канский фестиваль. Тем временем вы наблюдаете проходку Максата Саутбекова. Для него это дебют в Намат ФС. Ему 21, своя категория легкий вес. И представляет он Байконур. Барында сатқандар тою үшінде тонында арын сатқан құлданған санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы рухың кешегі қайда қазағым қайда барасың мұңым сей жатсам тұрсам жанымның ардағы бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Он не боится пробовать себя в новых сферах деятельности. Сегодня в своем дебютном бою он готов устроить настоящее зрелище. КМС по кикбоксингу. Боец из синего угла Мақсат Табын Саутбеков. Его соперник, боец из красного угла Канат, Канский фестиваль Кульмагамбетов. Одинокий странник потерял свою дорогу. Время потеряло часовые пояса. Шоу – это то, что нам нужно. Если вы можете сделать шоу, даже когда вы выходите к рингу, то это заслуживает уважения.
не только зрителя, но и всего промоушена Намат ФС. И Каннский фестиваль делает это должным образом. Его вы все знаете. Канат Кульмагамбетов, весовая категория легкий вес, 27 лет, представляет Октау. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль, чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Бесстрашие – главное качество, что им движет. Запоминающийся боец нашей лиги с ярким дебютом. КМС по рукопашному бою. Опытный боец из мира ММА. Несломленный. Дерзкий боец из красного угла. Канат. Каннский фестиваль Кульмагамбетов. Рефери в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы правила знаем, не нарушаем. После команды стоп все действия прекращаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Так, прежде чем бойцы начнут, у меня быстрый вопрос к тебе, Артем. Как бы ты отнесся к тому, чтобы твой соперник надевал перчатки прямо перед выходом в октагон или ринг, боковой судья, и тейпировался? Судья, главный судья. Бойцы готовы? Были бы у тебя какие-то претензии? Да нет, это же не спасет его, не даст ему больше сил. Мне просто было интересно мнение профессионального бойца. Тем временем первый раунд начинается. Разыскивает вариант для удара. Хорошо. Теперь уже канат. Ой, вот этот джеб был хороший. Такой да. полуапперкот, полуджеб. В Америке это называют фликер джеб. Размен. Ой, еще попадание. Ой, как хорошо он работает. Прям. Еще попадание от Табына. Да, вот этот бокс. Он показывает бокс хороший такой. Какая у него база? Если не ошибаюсь, у него как раз таки база бокса. Ну вот, видно. Видно, что у него именно база бокса. Я думаю, эти правила больше подходят для боксеров. Запутался он немного в канатах. Вот я говорил же про наш менталитет. Что если ты отвернулся, отпустил руки, наши ребята бить не будут в этот момент. Потому что нам не нужно... Ох ты. Левый боковой только что зашел канату. Еще один. Ну, канат с характером парень. Прям с таким бойцовским мужским характером. Сколько он пропустил, и он продолжает идти вперед. Он не зажимается и не избегает боя. Он все время идет и старается рубиться. Только что на встречных курсах буквально бойцы бились друг с другом. Еще пропускает канат, еще пропускает. Канат держал такой серьезный, скажу. Очень серьезный. Да. Он даже не подшатнулся ни разу. Сколько он пропустил ударов, и я не видел, чтобы он там поплыл или начал шататься. Удар по корпусу. Ну, им надо, мне кажется, менять немножко, вот, больше уклончиков делать, потому что он начинает его расстреливать. Хороший раунд, Хороший раунд. И он заканчивается. Увидим, что нас ждет во втором. В работе Максата в первом раунде мне очень понравилось то, как он работает, извиняюсь за тавтологию, с дистанцией. Он ее очень хорошо чувствует
И он насыпает. Даже несмотря на то, что, казалось бы, удар очень сильный, он не смотрит на своего соперника, он еще добавляет. Но канат, конечно, непробиваемый. Удар по корпусу от каната. Они просто рубятся на встречном курсе. Вот сейчас канат хорош, Еще хорош. один. Ему сейчас надо не отпускать канат, потому что он попал хорошо. И вот он тут так и делает. Вот молодцы ребята, такой бой показывают. Очень зрелищный вид спорта, я скажу. Да. Пропустил только что канат, пытался зарядиться на контратаку, немного не получилось. Удар И по корпусу от Максата. очень хорошо составлены пары, очень хорошо. Каждый бой рубка, и такая на встречных курсах идет. Я полностью согласен. Ну, первый раунд выиграл боец в синих шортах, а второй раунд уже боец в красных шортах, мне кажется, забирает пока. Есть еще попадание от него. В копилку Прям- для судей. О, двоечка. Вот он стал больше работать на уклончиках, и у него стало лучше получаться, мне кажется. И как только он начал больше добавлять хед-мувмента, боец из синего угла начал работать больше по корпусу. Да, ну, это хорошая тактика, когда ты не можешь попасть по голове, можно работать через корпус. Ребята, видно, подустали уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Обоюдные попадания просто. Ой, еще одно попадание. Ой, еще попадание, и это нокдаун как минимум. Что это за характер? Так проиграть в первом раунде и так восстановиться во втором. Вот это Вот да. это характер. Не встанет, мне кажется. Встал, а? Он встал и всем своим видом демонстрирует, что он готов или нет. Не смог. Это Не конец смог, поединка. нельзя было пускать, да, он молодец, он на характере встал. Видно, что парень духовой, но видно было, что он немножко плыл. Я полностью согласен с судьей, что... Оба бойца показали просто неиссякаемый характер в этом поединке. Еще один камбэк. Не, ну это... Опять мы видим, как ребята проигрывают первый раунд, явно проигрывают первый раунд и просто начинают взрываться во втором. Да. Ну что ж, теперь ждем официального решения. Во втором раунде на первой минуте 57-й секунде техническим нокаутом победу одерживает канат Канский фестиваль Кульмагамбетов. Канат, поздравляю тебя с невероятным камбэком. Бой шел под диктовку твоего соперника, очень техничный, работал на дистанции, но ты сумел подобрать под него ключ и завершил бой досрочно. Ассаламу алейкум, Хасанбек Бауырым. Муратбек, я твои бои видел тоже. Я думаю, тебе там тяжело, наверное, сидеть. Желание, наверное, появилось выходить, да? Что хотел сказать, я честно скажу, такой злости не было перед ним, потому что пацанчик, я не знаю, перед ним не было злости. В первом раунде я пропустил, я говорю, либо он, либо я. Я понял, у меня всегда такое бывает бои. Я должен взять свое, потом я должен злиться и выиграть. Думаю, у меня получился. Так, все. Поздравляю тебя с яркой победой. Давай, я скажу, можно? Спасибо. Хочу поблагодарить всех. Спасибо, Жигтер. Мухаммеджан тоже. Вот мен ағаларым, Нуркен, мой брат. Да, вот который поддержал меня в Алмате.
Айдар ага, Ильдардың әкесі, вот я с ним дома тоже тренировался. Хочу поддержать всех алматинских жігіттер. Всем рахмет, жігіттер. Смело, смело. Не сомневайся, сендерден жігіттер, от души бәріңізге. Қанат Күлмагамбетов, ваши овации. Мы продолжаем, и следующий бой пройдет в наилегчайшей весовой категории до 57 килограмм. Ассалаумағалейкум спортсүйер қауым, менің есімім Бексултан Естігулов, Орал қаласынан келдім. Менің лақабатымның өзі айтып тұрған шығар, мені қатты ашуландыруға болмайды. Менің сопернигім айтарым, жағын мен ұстасын, 3 раунд шыдау керек, мен серьезный проблема болған санап. На середине ринга я буду рулить. Всем ассаляму алейкум. Меня зовут Бек Олегович, я представляю команду «Динамо Султан». И на этот раз проведу свой очередной 3-й бой. Хочу сказать своему сопернику, чтобы готовил свой челюсть, потому что я буду его пробивать и проверять на прочность. Главное, чтобы пришел ко мне и сделал вес, а я его потом сломаю. И первым на ринг приглашается боец из синего угла Бексултан Псих Естигулов. На ваших экранах Псих, самый настоящий, Бексултан Естигулов. И да, Псих — это его прозвище. Он его оправдывает тем, что он вспыльчивый и у него быстрая злость, как он говорит. Ему 18 лет, это его дебютный поединок в Намат FC. Его девиз по жизни: не отступай и не сдавайся. Во все это 9 миллиметров, мотивации, центр, аппарат президенту, то, что не позволит избежать инцидентов. Ты думал, что так станешь ближе, чем был в этой суке, значит. Представитель клуба «Эмир Топ Тим», КМС по боксу, призер республиканских соревнований. Его прозвище дает понять о его характере, которое станет залогом настоящей рубки на ринге. Встречайте, дебютант в синем углу Бексултан Псих Естигулов. В красный угол ринга приглашается его соперник Бек Олегович. Итак, красный угол. Бек Андаусызов, он же Бек Олегович. На самом деле один из самых приятнейших парней ростера Намат FC. Очень скромный, очень скилловый, если так можно сказать. Ему 22 года, и рекорд в Намат FC у него 1-1. Это его 3-й поединок. Первый бой он выиграл, причем досрочно. Второй бой он проиграл единогласным решением. И теперь настало время для 3-го противостояния. Достойный оппонент, который является мастером спорта по боксу и по кикбоксингу. Более 80 побед в любительской лиге. Встречайте бойца из красного угла Бек Олегович.
Рефери в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы команды все слушаем. Команда стоп. Не работаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Глядя на все это, я просто смотрю на картинку, да, и на ребят, и вспоминаю 10 лет назад, когда начал заниматься смешанными единоборствами, у нас таких не было. Боковой судья. Возможностей ни подраться, ни заработать, ни прославиться. За 10 лет Казахстан шагнул прям очень дальним шагом. Вообще, я не нарадуюсь, что у наших ребят такая возможность и стать известными, и заработать денег. Испытываю чувство гордости. Тем временем экшен начинается уже потихоньку. Очень много боев, которые проходят вообще без разведки, они сразу идут в бой. Ой-ой-ой-ой. Пропускает Бек Олегович. Хорошо работает Бексултан. Как у него прозвище бешеный? Псих. 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 Не знаю, хорошо ли это, плохо для единоборств. Это, мне кажется, больше плохо, если это не прозвище твое, а если это на самом деле псих. Да. Тогда это плохо, потому что когда начинаешь пропускать, начинаешь бездумно идти в рубку. Надо все же концентрироваться всегда и эмоции отгонять. Я тоже, на самом деле, так считаю. Но, возможно, для образа подобрать такое прозвище, почему бы и нет. Неплохо, да, конечно. Тем временем Бек Олегович снова пропускает, стоя у канатов, и потихоньку пытается выйти из этого положения. Я заметил, практически нет клинча, да, здесь? Практически что? Нет клинча. Да, практически его нет, и тем не менее, недавно добавили хоккейный клинч в правила. Это, мне кажется, больше для борцов подходит. Борцы, которые уже умеют, занимаются давно ударкой и хотят здесь выступить, для них хоккейный клинч прям удобная позиция. Да. Мне кажется, еще и для хоккеистов это было бы удобно. Ну да, по названию понятно. Да. Итак, закончится первый раунд. Ну, псих был лучше в этом раунде. Я тоже кажется, так считаю, да. Посмотрим, что будет дальше. Что же, бойцы готовы вступить во вторую двухминутку. Бойцы готовы? Второй раунд. Файт! Эмоциональные качели только что мы наблюдали на лице у психа. Он и улыбался, и грозно смотрел на Бека Олеговича. Раздергивают друг друга бойцы. О, Джеб. Джеб. Ну вот Бек Олегович, да, он ниже ростом, и ему нужно идти вперед. Он стоит на месте и становится удобной мишенью. Я полностью согласен, да. Немного движений головой. Вот. Вот теперь понятно, почему такое прозвище. Бойцы на середину. Тайм. Файт! Не совсем спортивное поведение, но парень молодой, 18 лет. Да, ему всего лишь 18 лет. В этом возрасте, мне кажется, это прощается немножко. Я надеюсь, что Бексултан по прозвищу Псих услышит в этом некое наставление, а Бек Олегович тем временем пропускает. Ой, молодцы, ребята. Хороший рубка. Вот это темп они задали только что. Джеб на джеб. Стоп. Файт!
Кажется, немного психом становится уже и Бек Олегович. Но ему надо забирать раунд. Первый он проиграл, второй он тоже проигрывает, по моему мнению. Ему нужно забирать его. Вот бэкфист. Ну, в этом раунде лучше смотрится, мне кажется. Это такой более равный раунд, второй. Да. Здесь уже немного крови на лице у психа. И заканчивается второй раунд. Смотрим, что будет дальше. Все должно быть подготовлено должным образом. И третий раунд начинается. Жмут руки бойцы. И сразу идут в рубку. Там плохо протерли, видимо. Это бывает часто, когда между раундами водой обливают. Итак, у нас технический перерыв. Я заметил одну вещь. Бек Олегович, когда уже пропускался джебов, начал во время своего джеба подставлять подставку правой рукой. И кажется, это способствует не прям успеху, но как минимум он стал меньше пропускать этот джеб. Да, это как минимум. Ой, молодцы. Хорошая рубка. Такое ощущение, как будто Бексултану все-таки немного лучше видно весь бой. А Бек Олегович наклоняется вниз. И некоторые... это видно не всегда, когда человек наклоняется вниз, он может тоже хорошо ударить. Ну да. Это опасно тоже. Вот он сильно поднимает голову вверх. Но может он просто уверен в своих силах. Он чувствует, что у него все получается. Стоп! Вполне возможно. Еще немного борьбы. О, удар по корпусу только что был мощный. Именно таким он нокаутировал своего первого соперника в Намат ФС, Бек Олегович. Но Бексултан все еще стоит. Более того, он себя отлично показывает в этом поединке. Стоп. Бойцы, не держим. Файт. Хороший левый скачковой. Пытается реваншироваться. Молодец. Хороший. Стоп. Так, бойцы немного подустали, но... Вот шоу нужно, да, делать шоу. Молодцы. Да. Вот такое шоу, оно нравится зрителям. Главное не переусердствовать. Согласен. Бойцы, команду стоп, слушаем. Так, последние мгновения третьего раунда. Файт. Последние 10 секунд. Все, надо показать все, что можешь, когда слышишь гонг. Удары по корпусу от Бека Олеговича. Ну что ж, все в руках судей. Ждем решения судей. По итогам 3 раундов, единогласным решением судей, победу одерживает боец из красного угла Бек Олегович. Бек Олегович, мои поздравления. Был прекрасный поединок, очень быстрые скоростя. Я даже многие ваши удары не замечал, не успевал увидеть. Соперник тоже очень хороший, неплохой. Вы показали школу бокса, мощь и высокую скорость. Всем ассаламу алейкум Алмата, ассаламу алейкум Nomad Fighting Championship. Спасибо всем за поздравления. Что сказать? Главное, выполнил тактику, сказанное мне. Хочу сперва поблагодарить
свою команду, вот Омар и Химджан. Также хочу благодарственное слово сказать и поблагодарить своих спонсоров Барбершоп Зохан. И также хочу поблагодарить своего финансового спонсора Асхата Нуримана из Усть-Каменогорска и Нурсапанова Аслана из Усть-Каменогорска. Всем рахмет. Спасибо своему тренеру Шамилю Садыкову. Что сказать? Хороший соперник, молодой очень, горячий. Будем дальше двигаться. Также хочу, пользуясь этим моментом, бросить вызов кыргызскому бойцу Даиру Ишимханову. Даир, выходи со мной, я тебя разберу на части. Я буду чемпионом 57, иншаллах. Я буду держать пояс здесь. Запомните меня, Бек Олегович. Рахмет всем. Запомните это имя, Бек Олегович. Бек Султан, ты показал очень хороший поединок, хороший бой. Но по мне у тебя просело немножко функционально. Он выглядел более свежее тебя. Но ты все же показал характер, дух. И ты говоришь, что ты вернешься. И как скоро мы тебя увидим? Ассаламу алейкум всем, Алмата. Я немного устал. Уже 2 года больше жарысқа шыққан жоқпын. Сосын бірінші раундтың ортасында что-то қолым не то шығып кеткен сияқты, қыса алмай қалдым қолымды. Из-за этого. Но я самый молодой боец в Намаде. Еще вернусь. Иншаллах. Еще увидите. Пока я молодой, пока тренируюсь, пока форма кіріп, иншалла жақсы тренировка. Алда жақсы жаңалықтармен күтіңіз. Бек жақсы боец. Жәрмекеде мастер спорт по боксу. Мен КМС. Иншалла қайттан келем мен. Бекті қайтып шақырамын. Сендерге обещать етем. Барлығыңызға бұйырса келесі ойда досрочно там Бекті. Иншалла. Көресіздер. Всем рахмет. Енді осылай Намат файтинг чемпионшіп осылай балаларға, қазақстандық балаларға мен деп спортта шығып жүрген балаларға осылай жақсы организация ашып бердіңіздер. Үлкен рахмет президенттерге, осылай президентке, ұйымдастырушыларға. Енді өзім тренерім Тимур Ешев. Оған алғысым шексіз, оның мына жерде дым кінәсі жоқ. Қатты жақсы дайындады мені. Енді өзіме кішкене бірден жетпей алды. Қолым что-то сындырып алған сияқтымын. Барлығыңызға рахмет. Осы қолдап отқан Дидар аға, Эмир топ тим командасына, жанымда жүрген Алихан ағама, осыған Намат файтингқа тартқанына. Мы очень ждем твое яркое возвращение, скорейшего выздоровления. До встречи. Генеральным партнером турнира Намат Файтинг является компания Олимбет. Олимбет – лучший букмекер Казахстана по премии РБ 2022. Наши бонусы можно погладить. Их можно попробовать! Вступайте в бонус-клуб Олимбет и получайте кэшбэк до 20% реальными деньгами. Олимбет. Следующий бой сегодняшнего турнира пройдет в легкой весовой категории до 70 килограмм. Ассаламу алейкум, мен аты-жөнім Құсайынов Қасым. Осы уақытқа шейін бокстан 200 бой өткіздім. Намат файтингта 1 бой нокаутпен жеңіске жеттім. Сол жеңісті жолымды ары қарай жалғастыруға ниеттімін. Қарсыласыма айтарым, жақсылап дайындалсын. Мен де жақсы формадамын, бірақ жеңіс менікі болу керек. Всем ассаламу алейкум, это я, Муслимов Закир, по прозвищу Шейх, ваш самый любимый боец. Мой соперник будет Кылыш, так скажем, ветеран в боксе, МС по боксу, я же КМС. И вот мне это своего рода вызов побить мастера спорта. Выходили в прямой эфир, он говорил, поставить меня на печень. Но только вперед, у нас идея другая, победить. Мы сделаем все наоборот. Первым на синий угол ринга приглашается Касым Кылыш Кусаинов. كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا Касым Кусаинов по прозвищу Кылыш направляется сейчас в ринг.
весовая категория 70 килограмм, и он заполнился нам достаточно ярким дебютом в лиге Намат FC, потому что на первой минуте 48 секунде второго раунда он одолел Юдина Артура. Сейчас его рекорд 1-0, ему 30 лет, и противостоять ему будет Закир Муслимов. حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غرزت الآثام لحمي ثم عظمي والعروقا كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فذلا Мастер спорта по боксу, быстро и остро пробивающий своих соперников, боец с стальными руками, Касым Кылыш Кусаинов. Его соперник, боец из красного угла, Закир Шейх Муслимов. Один рекорд Закира Муслимова Намат FC. И, по сути, если бы не позволил он себе тогда эмоции, то, возможно, этот рекорд был бы что-то типа 2-0. Не факт, конечно, но всякое возможно. Да, он проиграл первый бой в связи с нарушением против Каныша Сейдазыма в первом раунде. А второй бой он уже выиграл на 58-й секунде первого раунда нокаутом бойца, которого зовут Кайрат Кожахмед. «90 боев в любительском ММА». Боец, идущий по стопам своего кумира Хабиба Нурмагомедова. Готовый показать нам зрелищный бой сегодня. Встречайте, боец красного угла Закир Шейх Муслимов. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы на середину. Бойцы правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый бой. Пожай руки. По углам. Итак, начало четвертого боя сегодняшнего турнира Намат FC. Я вот думаю, что у Закира есть все шансы стать звездой этого промоушена. Он уже реваншировал свое поражение. Боковой судья. Боковой судья. А если сегодня он сделает какой-нибудь вирусный нокаут, то это явная заявка. Сразу начинает с двоечки. Запрыгивает с правым прямым и клинч. Стоп! Команда стоп была! После команды стоп не работаем. Внимательно слушаем. Снова начинаются борцовские замашки у Закира. И теперь немножечко зарубы. Только и в клинч идет. Стоп! Но не в хоккейный, да? Да. Кажется, ему пошел бы хоккейный клинч, потому что он ниже ростом. И если идти в борьбу, то надо брать преимущество, а это хоккейный клинч. Раздергивает Закир. Этот парень в красных шортах помоложе, да, на 9 лет? 21 год, да? Да, ему 21. Ну, здесь такой настырный парень.
Снова попытка скачкового левого Закира. Попытка правым прямым достать. Голову не опускаем. Выше держим. Файт! О, это тоже Кажется, интересно. было попадание. Интересно. Стоп! Так, мне на секунду показалось, что Касым Кусаинов Ясно? сдался. Но нет, он продолжил поединок и... Стоп! И ребята все еще продолжают первый раунд. Было попадание, только что было слышно. Файт! Стоп! Конец первого раунда. Ну что, какие мысли у тебя по этому поводу? Ну, первый раунд, мне кажется, все же забрал боец в красных шортах, потому что он шел, дрался, а в синих он как бы клинчевал. Ну, в этом, если в ММА там клинч этот, ты можешь сделать бросок, то здесь, мне кажется, клинч — это небольшое избегание боя. Да. Ну, потому что, когда ты идешь клинч, ты понимаешь, что, ну, размен закончился. Тем Может, не менее, да. хотелось бы напомнить, что у нас еще добавлены удары с плеча. Есть такое? Да, Да. у нас Почему такое не пользуется есть. этим? Он заходит в клинч. Это и- нововведение, поэтому пока еще Потому что, да, не все знают, привыкли. Да? Ага. А так с этого клинча можно нормально, так сказать, напопадать. Это сделал Конор Макгрегор, показал всем с Думаном Сирона. Бойцы, готовимся! Итак, тем временем у нас уже второй раунд. Бойцы, готовы? Файт! Второй раунд! Дарт-панч называется такой удар правым прямым на скачке, и не пренебрегает им пользоваться Стоп! Закир. Боец в синих шортах активизировался, так, пошел вперед. Закидоны. Чуть-чуть борьбы, гранд энд паунд. Я вижу. Все. Ну, на самом деле, по поводу клинча, мне кажется, что все-таки именно Закир является инициатором клинча. Он Ну, да, запрыгивает и сразу же хватает своего И соперника. сразу хватает, да. Вот сейчас смотрим. Опять. Оу. Так, здесь, кажется, удар был. Или не было? Окей. Отчитывать надо. Врача! Так, кажется, Рука, перелом рука, руки да? или что-то типа такого. Врач, подойдите. Я думал, немножко плохо, кажется, Он рука, жалуется на да? руку. Если это произошло не по вине Муслимова Закира, то есть не из-за того, что он нарушил правила, то, скорее всего, надо останавливать этот поединок. Ну да. Наверное, так и будет, мне кажется. Ну, Либо очевидного заморозят. нарушения я не видел пока что. Да, сейчас, может, заморозят и продолжат. Там. Вердикт врача! Несмотря на призывы продолжить бой до Бойцы на конца середину. от своих секундантов, боец капитулирует, и Муслим Закиров в очередной раз, точнее во второй, становится победителем. Ну вот, 21 год, хорошая заявка, мне кажется. Да, безусловно. Молодой, видно желание драться у него такое прям. Ты бы видел, как он одевается на пресс-конференции? Это очки, рубашечка. Ну, молодец. Да, надо. он сам еще высокий, видный парень, поэтому будущее у него есть, если он продолжит. В том же духе. Из-за снятия врачом бойца из синего угла победу одерживает Закир Шейх Муслимов.
Закир, я ожидал от вас яркого противостояния, яркой зарубы, но так получилось, то, что вы ничего не успели показать. Касым травмировался. Я видел, ты хотел зарубиться. И от вас ушли ваш бонус. Ты говорил, его уронишь с правой руки. Он говорил, что посадит тебя на печень. И вы оба, к сожалению, не получаете бонус. Но, думаю, на следующие бои ты обязательно получишь свой бонус. Всем ассаламу алейкум. В первую очередь хочу выразить благодарность Касыму. На 9 лет старше меня, на бой вышел в таком возрасте. Редко кто будет драться на шингартах. Ему огромный такой большой рахмет. Касым, я тебя такого уважаю. Все, что было, ты же знаешь, за сценой я тебя очень сильно уважаю. Рахмет тебе. И хотелось выразить благодарность вон тем тиграм, которые сидят один там. Аутан, Дастан, Шариф, Таир, мои братья, которые рядом со мной. И многие тоже не смогли приехать. Гоняли вес со мной. Дастан уделял много внимания для тренировок. Рахмет салам баурум. Что еще сказать? Хочу сделать такое небольшое заявление. Такое, может, наглое жесть. Может, да, возьму? Для одного бойца. Его зовут Магомед Зайналов. Ни хрена себе. В этих джунглях шейх теперь газует, родной. Давай, подлетай в наш солнечный Казахстан. Я тебе покажу, что такое настоящий казахский челнок. Что-то как-то так. Ассаламу алейкум всем. Брат, хороший бой показал. Реально удивил меня. Кто тут видел? В прошлый раз у нас такой маленький конфликт был с ним. Но мы все решили. Вот сегодня я хотел тебя вызвать на бой. Такой чисто спортивный интерес, брат. Я хочу дебютировать здесь, в Намазе. Как ты смотришь? ММА и кулачка разницы нет? Так, да, мы этот конфликт уладили. Чисто как спортивная составляющая, выступить по бою. В любом случае можно, я всегда согласен на любые вызовы. Главное, Мухамеджана X6, который был обещан мне 500 тысяч. Что там бонус? Бонус! Ладно, хотя бы 300, да, хотя бы плюс, да. Ладно, суть не в этом. Все, впереди Магомед Зайналов, не получится. В любом случае, в этот год мы с тобой проведем этот бой. В любом случае. Давайте проведем стейрдаун. Касым, к большому сожалению, ты получил травму. Та самая травма, которая у тебя была. Я думал, она у тебя зажила, и ты покажешь зрелищный бой, зрелищную рубку. Но так получилось, что ты получил травму. Расскажи еще раз, из-за чего у тебя заболела рука. Ассаламу алейкум бәрлеріңізге. Альхамдулилля бәріне. Яна екі қолымда негіз кеше алдыңғы Асқат ағаға көрсеткем. Дұрыс ұшпай, шықпай, жарамай тұр. И бір шетінен бұл неге осы Ернатке келі 2-3 тренировка жасадым негізі. Осыдан бір ай бұрын анам қайтыс болған. Содан бері мүлдем дайындалмадым. И көңіл күйде дұрыс болмады. Просто лиганы подвать етпейін деп шықтым. Енді иншалла бәрі жақсы болар. Спорт ол, мұны аймаймын. Негізі дайындығым дұрыс болмады. Қолдарымда жүрмейінше негізгі не көңіл күйім вообще болмады. Иманды болсын, және сен тезірек сауығып келгенін күтеміз. Наш вечер поединков продолжится битвой в легчайшем весе. Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Алишев Чингис по прозвищу Тимеш. Тимеш означает Муру. Приехал сюда завоевывать всю Алмату и весь Казахстан, удивлять. Желаю своему сопернику удачи, силы и терпения, ведь со мной будет очень нелегко. И желаю тебе поднять свои руки, потому что если опустишь, можешь пропустить очень хороший удар. Я Ильяс Орасхан, мое прозвище Хамза. Сопернику хочу сказать, что я не люблю раскидываться словами. Я все докажу в ринге. Также собираюсь нокаутировать его, как и прошлых своих оппонентов.
И первым на ринг приглашается боец из синего угла Чингиз Темеш Алишев. Всего лишь 19 лет Чингизу Алишеву по прозвищу Темеш. И его девиз звучит как «Трусость не продлит мне жизнь, а храбрость не уменьшит». Он является представителем Нур-Султана. Весовая категория 57 килограмм. Рост 174 сантиметра. И для бойца это дебютный поединок в Намат ФС. Дебютант Намат, кандидат в мастера спорта по боксу. Более 150 боев в любительской карьере. Он намерен перебить всех в своем дивизионе. Итак, в синем углу ринга Чингиз Темеш Алишев. В красный угол приглашается его соперник Ильяс Хамза Орасхан. Две досрочные победы в Намат ФС у бойца по прозвищу Хамза Ильяс Орасхан. Я его называю раз-два, если кто смотрел мои разборы, помнят это. Верить в себя даже когда никто не верит. Именно так звучит девиз Ильяса Орасхана. Очень зрелищный боец на самом деле, очень зрелищная двоечка у него. Ну, все мы его с вами прекрасно знаем и знаем историю конфликта между Чингизом и Ильясом. Точнее, то, что происходило в прямом эфире в Инстаграме, я надеюсь, все видели. Сейчас как раз-таки будет разрешение последнего, поэтому ждем бойцов в ринге. Многократный призер международных соревнований по боксу, призер республиканских турниров, двойной обладатель титула «Нокаут вечера». Встречайте, боец красного угла Ильяс Хамза Орасхан. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер, ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз, бұзбаймыз. Іске сәт, қол алсамыз. Жмут руки бойцы. Итак, Ильяс Хамза Орасхан, Чингиз Темеш Алишев. То, что многие из вас очень давно ждали. Төреше, бас төреше. Жауынгерлер, дайынсыңдар ма? Первый раунд, поехали. Оба боксера, да? Оба боксеры. Один из них... Тем интереснее будет. Да, один из них КМС. Это который Чингиз. А вот Ильяс. Ну, он все сказал по поводу своих навыков, участвуя в поединках Намат ФС. Две досрочные победы, причем очень зрелищные. И сейчас его поджимают, как ни странно. С опущенными руками двигается Чингиз. Он сейчас поднял. О, есть пропущенный. Был, да? Да. Я прям увидел, как голова немножечко назад ушла у Чингиза. Что-что, но правый прямой. Ильяс Орасхан умеет правый прямой. Ручкой отпустил, это опасно может быть.
Я думаю, излишняя самоуверенность это будет то, что... Это будет лишним в поединке против Ильяса Орасхана. Ну, пока парень вот в синих шортах, он показывает прям такой неплохой бокс. Ну, точнее, он видит удары и не дает по себе бить. Пока у них такая разведка, видно сразу ребята такие... Ой, размен. Сбоку. Да, ну... Ой, справа и сбоку. Контратака. Все, разведка прошла, начинают работать ребята. Вот. Вот он. Ой, очень тяжело комментировать этот поединок. Почему? Потому что напряжение слишком высоко. 10 секунд, да? Да, последние 10 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Размен. Хорош. Ну, Чингиз Алишев отлично уходил от ударов. Под конец мы увидели все-таки такую неплохую зарубу. Да. Это уже ребята профессионалы, они редко идут с первой секунды в рубку, они сначала присматриваются, смотрят ошибки, потом начинают работать. Я думаю, второй раунд будет интересный. Да, тем интереснее будет второй раунд. Итак, пока прервемся на повторы и посмотрим, что будет дальше. Жауынгерлер, дайындаламыз. Жауынгерлер, дайынсыздар ма? Екінші раунд, баста! Все готово к продолжению, и бойцы с первых же секунд второго раунда уже форсируют события. На челночке двигается Ильяс, встречает джеб подставкой. Пытается словить на встречных курсах. Тем временем Чингиз кружит вокруг Ильяса. Двигается, двигается. Пытается раззадорить своего соперника. Призвать к каким-то действиям. Удар по корпусу от Ильяса. Раз-два больше ничего не... Раз-два больше ничего не делает, кому подсказывают? Если честно, я не знаю точно, но такое ощущение, как будто бы бойцу из синего угла. Хорошая подсказка. Это даже лучше, чем свое дело. Да, да. Ну, может, он вот только ему говорит, вот клинч, удар. Да, вот собственно, хорош. удары плечами. Слушай. Правда, после команды стоп. Да. О, тоже сам. Ой. И ответ последовал от Ильяса. В какой-то момент иногда кажется, что у Ильяса слишком длинные руки, особенно когда Чингиз заходит слишком близко в дистанцию. И Ильясу немного не хватает маневренности, чтобы нанести тот самый удар. Фейк был только что от Чингиза. И концовка. Посмотрим, за кем она будет. Есть боковое Чингиза. Удары плечами и конец второго раунда. Ну, правильно работает. Когда заходят к нему в клинч, он бьет плечами. Это, ну, вот это новое видение, которое работает у него. Да. Ну, мне кажется, что очень близкий поединок. Это тот самый момент, когда встречаются два высококлассных бойца и не дают друг другу работать. И даже всегда бывают менее интересные такие бои, когда два высококлассных встречаются и там нет такой работы. Да. Бывает интересно смотреть ребят-новичков, которые просто пытаются друга убить. Абсолютно согласен. С джеба начинает Ильяс. Кажется, не попадает. Раздергивает, прессингует. Левый боковой.
Тем временем Чингис кружит. Поддавливает так немного. Боец в красных шортах. Удар по корпусу. Ну, не может по нему попасть, потому что боец в синем, он такая неудобная мишень. Он постоянно двигается, постоянно смещается влево, вправо, назад. Он не стоит на месте, не дает к себе подобраться. Да, сразу виден вот этот бэкграунд из любительского бокса. И самое, что примечательно, очень нравится то, что у него хватает бензобака на... О, вот только что оттяжка была в стиле Флойда Мейвезера. Правда, не попал он, но было вот красиво. Такие бои сложно судить, мне кажется, да? Да, очень сложно, очень сложно. Каждый удар надо видеть. Ой, справа, да, прошел, да, удар? Да, кажется, только что прошел удар. И если при прочих равных судьям будет тяжело решить, даю судьям подсказку. Наверное, все-таки надо будет следить за центром октагона и кто занимает позицию. Да, когда равный бой? Да. Так, в принципе, и судят. Есть маленькое подозрение, что Чингис немного замедлился, но он уже не такой подвижный на ногах. Ну, он постоянно справа закидывает и вроде так проходит у него. И конец третьего раунда. Ильяс поднимает руку, уверен в своей победе. Кто же победил? Да, это интересно. Бой максимально неоднозначный. Я не могу здесь судить, потому что здесь, мне кажется, больше могут судить боксеры в таких маленьких деталях. Потому что были такие попадания, что с одной стороны, что и с другой стороны. Я думаю, что имеет смысл написать в комментариях, кого вы видите победителем в этом противостоянии. И в этом зрелищном поединке единогласным решением судей победу одерживает Ильяс Хамза Оразхан. Ильяс, поздравляю тебя с яркой победой. Я думаю, тебе есть что сказать своему телезрителю. И предоставляю слово тебе. Всем ассаламу алейкум. Рад снова выступить на матфайтинг. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал на этом пути. Что еще? Спасибо всем. Спасибо тебе за такое яркое выступление. И ждем тебя снова. Хочу сказать, 61 килограмм любого здесь за чек. Чингис, я видел то, что ты ничем не уступал своему сопернику по скорости, по силе удара, но чего-то тебе не хватило. Скажи, чего не хватило тебе? Не хватило кардио. Надо работать на кардио. Но я считаю, что я не проиграл. Но судьям виднее. Это мое сугубо личное мнение. Ильяс молодец. Но что-то я не почувствовал того удара, которых он клал здесь 2 турнира назад. Вот этих вот пацанов. Вообще не прочувствовал, честно. Я готов взять реванш, если он, конечно, согласен. Подготовлюсь хорошенько. И сделаем нифиговое шоу. Ты очень ярко ворвался в нашу лигу. И стоит ли нам ждать следующее твое выступление и не менее яркое высказывание в адрес своих соперников? Конечно. У меня вообще недовес 5 килограмм на 61, так как я думал, что это легкий вес до 61. Я весил 56, и сейчас думаю спуститься на 57, где мне будет комфортнее. Вот. И, конечно, я хочу продолжить свои бои. Все, в принципе. Ваши овации нашим батырам. Ну
Ну а я напоминаю, что генеральным партнером турнира Nomad Fighting является компания Олимбет. Олимбет – лучший букмекер в Казахстане по итогам премии РБ 2022. Себебі біздің бонустарымыз өте жағымды. Олардың дәмін татып көруге болады. Олимбеттің бонус клубына қосылып, ақшалай 20%-ға дейін кэшбэкке қол жеткізіңіз. Олимбет. Ну а теперь главный бой вечера, который мы все с нетерпением ждали. Он пройдет в наилегчайшей весовой категории до 57 килограмм. Я тренируюсь в одном зале с чемпионами мирового уровня, как Валентина Шевченко, так что я заряжен стать чемпионом. Ол әлемдік деңгейдегі спортшылармен жаттығу жасап жүрсе, біз әлемдік деңгейде төбелесіп жүрміз. Аңғалатын ештеңе жоқ. Nomad для меня возможность проявить нового себя. Я хочу показать вам мою школу тайского бокса. Ол Қырғызстанның тайский бокстың мектебін көрсететін болса, біз қазақ елінің бокс мектебін көрсетеміз. Не знаю, почему Nomad возится с Арманом. Когда он родился, я уже дрался. Бала кезден төбелесіп жүрсем, қазір қоятын кез келді. Я с клетки выйду победитель. Кім жеңімпаз болатынын рингте анықтаймыз. Битва бойцов из двух стран. Вы готовы встретить первого бойца? Первым на ринг приглашается боец, представляющий синий угол. Азим, гладиатор, Османкулов. Гладиатор. Такое прозвище у этого бойца. Настоящее имя Азим Османкулов. Это прозвище ему дал тренер. Сейчас он направляется в ринг, в свой синий угол. Ему 34 года, вес 55 килограмм и рост 167 сантиметров. Девиз по жизни: меня можно убить, но не напугать. Мастер спорта международного класса по тайскому боксу, а также боец смешанных единоборств. Встречайте легенду Кыргызстана Азим, гладиатор Османкулов. А следующим на ринг приглашается боец из красного угла Арман Мустафа Өзтүрк Ашимов. Ну а этот боец явно не нуждается в представлении. Я уверен, что каждый из вас, кто смотрит это видео, знает, на что способен Арман Ашимов, он же Мустафа Өзтүрк. 30 лет этому бойцу, и он может нокаутировать. Он может нокаутировать в перчатках, без перчаток, в бинтах, без бинтов. В общем, нас ждет что-то невероятное.
Убийца с лицом младенца, легенда казахстанского ММА, бывший чемпион М1 Global Fight, всенародный любимец, несравненный Арман Мустафа Өзтүрік Ашимов. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, іске сәт. Сейчас мы посмотрим интересный бой. О, он очень интересный. Я сам себе завидую, то, что я смотрю этот бой сейчас вживую. Я даже не знаю точно, куда смотреть, на экран, либо на ринг. Можно и туда, и туда. Да, чтобы глаза в разные стороны. Одним глазом в экран, другим глазом на ринг. Да, в этом поединке точно нельзя моргать. Потому что можно все пропустить, если будешь моргать. Так, Арман поджимает, не форсирует события, посмотрим. Вот. Оверхенд. Через ручку, через джеб. Более такой уверенный, мне кажется. Хочется затаить дыхание просто, когда наблюдаешь за работой этих мастеров. Чего-чего, но таланту у Армана не занимать. Мне кажется, как будто боец в синем углу немножко опасается Армана. Так со стороны. Может быть, ошибаюсь, но как-то отходит назад и не пытается даже работать. Только старается защищаться. Да, но потому что все-таки Арман умеет ловить на ошибках. И их не хочется допускать так рано, по крайней мере. Но все же надо как-то стараться выиграть, раз вышел. А вот так отходить и стоять тяжело будет. Да, да. Ну, посмотрим. Может быть, это часть геймплана. Хочет расслабить Армана, показать, что он опасается, а потом взорваться. Почему бы и нет? Ну да. Но сейчас мы посмотрим. Разница в возрасте между бойцами 4 года. 34 года Азиму. Арману 30 лет. Есть попадание от Армана. Ой, все, начал работать. Да, чуть-чуть взвинтил темп. Раздергивает. Тяжело драться, когда твой оппонент избегает боя. Всегда намного легче показательный бой, когда ты хочешь рубиться, и твой оппонент хочет рубиться. Тогда вот и идут искры. Ну, из всех попаданий, которые я заметил, по сути, это был оверхенд в начале и левый боковой от Армана. Ну да. Поэтому, наверное, все-таки раунд забирает именно он. А мы продолжаем смотреть, наблюдать и перемещаемся во второй раунд. Уақыт! Рингтен шығамыз. Здесь получается 3 раунда по 2 минуты и минута отдыха, да? Да, все верно. То есть получается этот отдых 50% боя. Ну, то есть раунд. По сути, да. Если 9 минут раунд, то минута отдыха 50% отдыхаешь. Я думаю, что такая математика способствует зрелищности, потому что бойцы могут выкладываться. Нормально отдохнуть можно. Второе дыхание открыть. Так, ну во второй половине первого раунда Арман взвинтил темп. Сейчас же он снова как будто бы на паузе. Смотрим, что будем делать дальше. Арман, я знаю, я смотрел за ним. Мы начинали, можно сказать, вместе. На одних турнирах дрались. И когда он в один выступал, он любит работать с вторым номером. То есть не вторым номером, а на контратаках. Ну, соперник его вообще не атакует. Просто стоит. И, конечно, тяжело подобраться, когда с тобой не дерутся. Вот, пытается выцелить по корпусу боец из синего угла. Контратака от него.
У Армана не получается резать углы немножко. Им надо вправо заходить, тут влево двигается. Вправо заходить и исключить этот вариант движения в левую сторону. Тогда можно его перебивать. А он ему дает все время двигаться влево, и тот просто этим пользуется. Идет и идет, и особо не выкидывает удары. Только левый либо в корпус бьет, либо такой, как оверхенд в голову. Все. Я редко вижу, чтобы он вообще правой рукой бил. Вот левая и все. Потому что когда ты правой рукой бьешь, ты немножко открываешься. Первое только что совершил Гладиатор. Вот. И вообще, да, я полностью поддерживаю твои слова по поводу того, что нужно резать углы, потому что, по сути, Гладиатор заходит как раз-таки под удобную правую руку Армана Ашимова. Это конец второго раунда. Ну, наверное, второй раунд тоже за Арманом. Ну да, тяжело забрать раунд, не пытаться драться и забрать раунд. Я вот думаю, что если третий раунд продолжится так же, как и первые два со стороны Гладиатора, то имеет смысл подозревать, что кое-кто вышел за чеком просто. Ну да, я уже подозреваю. После два раунда как-никак прошли уже. И видно, что он не хочет выигрывать. Ну и Арман не форсирует события. Ну, по сути, ему что форсировать? Он забирает раунд. Первый, второй, что ему? Да. Есть, тут есть бонусы за зрелищность? Да, безусловно. Ну, ради бонусов, да, можно взорваться только. Мне кажется, надо сделать нововведение имени Майербека Хасиева, которое будет называться «Пацанов из нас делайте». Да, выйти. Вот в таком бою вполне возможно, что Майербек Хасиев мог выйти. Да. Потому что парень с Киргизии, да? Да. Он просто не дерется. Делает из нас пацанов. Да, он левую руку выставил и идет в левую сторону. Он пытается кинуть джеб там в живот. Правый вообще он хоть раз ударил? Я просто, может, просмотрел или... Если честно, я не помню, было ли такое или нет. Возможно, по корпусу. Хотя нет, по-моему, это было мы запретили правой рукой бить просто. Я не знаю. По-моему, это такого пункта нету в контракте. Я уже жду третий раунд, когда бой начнется. Мне кажется, уже Арман сам начинает злиться. Потому что не может с него подобраться, не может. А представь, сработает. Представь, Арман будет злиться и его словят. С правой руки, да? Да. Это же все-таки бои. Ну да. Арман что-то не может его все-таки подрезать и дает ему двигаться. Уже говорят, 20 секунд осталось, надо взрываться, да. Секунд уже. Все, бой так закончился. Вот попытка. Вот, с правой руки ударил. Да. Кстати, это второй Супермен панч за бой, я вспомнил. Вот еще. Одна правая рука. Все, взорвался 10 секунд. Так, ну что ж, конечно, конец боя. От боя ожидал большего, если честно. Я тоже, да, я тоже. Ну, как я думаю, все говорится, ожидали для больше. хороших танцев нужен партнер, да? Да, правильно? да, согласен. Хороший тоже. Если человек не хочет драться, тяжело показать красивый бой. В этом поединке единогласным решением судей победу одерживает Арман Мустафа-Өзтүрік Ашимов. Арман, сен әр жекпе-жегіне әйелін саған бір поручение беріп, әр удар көрсетіп жіберетін еді. Енді осы жолы әйелін саған қатты ұрма деп айтып еді ма қарсыласында? Ассалаумағалейкум. Енді алдында қисыннан келген сұраққа Найза FC-да қисыннан жауап бердік, қисығынан. Енді үйде үйрен келген ударың ба деген сұрақ болушы еді.
сол себептен қатыным үйретті деген болатын. Осы жол енді қатыным үйретпеді ау. Иә, Азим братанға көп-көп рахмет осындай жекпе-жек қабылдағанына. Және де Мұхамеджан бар, және өзің бар, Мұратбек. Енді бауырымсың ғой сен, қанша жылдан бері бірге төбелесіп жүрміз. Жалпы мына жерде ұнап отыр, наматшы. Ана аузыма тайын деп тұрсың, аңдып тұрсың ғой. Сол. Жалпы рахмет, өте тартысты, қызықты болды. Енді братан жас үлкен болғаннан кейін енді сыйладым. Сені енді тағы да осы лигамызда көре аламыз ба? Иә, бұйыртса. Алла қаласа, енді бәрін алаң қалауымен бірінші алла Мұхамеджан ғой себепші. Бәрін, если болашақта кездесіп сөйлесіп жатсақ, смело ғой. Саған ұсыныс жасаймыз деп ойлаймын. Қойшы, шын ба деп. Азим, после большого простоя ты вышел снова в клетку, на ринг, и было видно то, что ты скован, напряжен. Но я понимаю, Арман не дает расслабиться, но все же, что пошло не так, и я думаю, ты не успел себя показать во всей красе. Ну да, не успел немного показать, но Арман... Ну, я считаю, что этот бой я вроде бы левой больше попадал, считая себя победителем. Не знаю почему, но судьям виднее. Азим, рахмет тебе большое. Думаю, мы тебя еще снова здесь увидим. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Рахмат сыйыңарға. И Кыргызстанға да ассаламу алейкум, Елена Аркадьевна, тренер. Я хотел сделать больше, но сделал то, что смог. Надеемся на лучшее и победить в следующем. Если пригласят меня, больше покажем. Почувствовали ринг очень хорошо. В следующий раз будем лучше, отвечаю. Поаплодируем нашим воинам. Құрметті көрермендер, осымен біздің жекпе-жектеріміз аяқталды. Сіздерді біздің YouTube каналымызға тіркеліп, пікіріңізді жазып кетуді сұраймыз. На этом мы заканчиваем. С вами был Nomad Fighting Championship.